Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о мерах поддержки врачам, работающих в селе. Друзья, внимание на экран! Уже более 10 лет по всей России действует программа «Земский доктор», по которой молодым специалистам, переехавшим в село, выплачивает до 2 миллионов рублей. В то же время в сельской местности не всегда хватает квалифицированных медицинских кадров, поскольку зачастую они вынуждены работать в непростых условиях сельской жизни. Роман Егоров, молодой врач из Якутска, один из участников программы «Земский доктор». Сразу после получения диплома в 2017 году он переехал в Мегино-Кангаласский улус, где устроился врачом-стоматологом. А последние 3 года Роман руководит стоматологическим отделением Центральной районной больницы. Оказывается ли достаточная поддержка врачам, работающих в селе, и как решить нехватку квалифицированных специалистов? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на 2 группы. Мечтатели – это те, кто считает, что «Земский доктор» – программа, которая зарекомендовала себя как эффективный способ привлечения квалифицированных специалистов в село. Она закрывает потребности как самих специалистов, так и сельского населения, а наличие иных мер поддержки усиливает этот эффект. Реалисты же считают, что «Земский доктор» – это хорошая и зарекомендовавшая себя программа, но она не решает проблему нехватки квалифицированных кадров. Молодые люди чаще выбирают для своего профессионального роста более прогрессивные районы. Для привлечения молодых врачей в село нужны иные меры. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. При этом мечтатели у нас будут располагаться справа. Реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Молодой и перспективный стоматолог. Городской парень, сделавший выбор в пользу села. Участник программы «Земский доктор». Роман Егоров. Роман, здравствуй. Присаживайся. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. В 2012 году, после окончания школы, я поступил в мединститут Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Это были незабываемые 5 лет студенчества, которые прошли очень быстро. По окончании учебы в институте я решил, что пойду работать в село по программе «Земский доктор». Но перед этим я еще успел отслужить в армии. И по приезду с армии я заключил договор по программе «Земский доктор» с Мегино-Кангаласской ЦРБ в селе Майя. Начнем мы с небольшого блиц-интервью. Соответственно, это будут быстрые вопросы от нас, но и быстрые ответы от вас. Так, первый вопрос. Считаете ли вы себя примером для других? Ну, в некоторой степени, да, возможно. Какие особенности жизни сельского врача стали для вас открытием? Ну, открытием, как сказать, как такового, наверное, не было. Ну, знал то, что будет сложно. Хорошо, что там были мои старшие коллеги, которые помогали мне в том, чем я не знал. Больше психологически, скорее всего, было сложно. Почему вы сделали выбор все же в пользу села? Наверняка были и другие варианты. Да, можно было, конечно, поступить в ординатуру, но я сперва решил поработать, попрактиковаться. Вот лучшее решение было, наверное, для меня. Как вы считаете, почему многие молодые люди в настоящее время свой выбор выполняют в пользу города? Скорее всего, то, что в деревне, как сказать, сложнее жить, что ли, далековато находится, скорее всего. Если в какой-то дальний район поехать, то оттуда на каждые выходные к родным в город к себе не приедешь, наверное. Как считаете, понимают ли молодые врачи в достаточной мере важность своей работы? Да, конечно, это осознанный выбор. То, что работаешь с человеком, за его здоровьем следишь. Если что-то неверное сделаешь, то от твоей работы зависит жизнь пациента. Планируете ли вы уехать после окончания договора по программе?
Ну, вообще в планах поступить в ординатуру и потом, как возможно, перееду. Точно не знаю. Как родные относятся к вашему непосредственному переезду? Встречаете ли вы при этом непонимание со стороны своих окружающих? Нет, непонимания не было. Была сразу, поддерживали. Хорошее решение. В то время, когда я туда поехал, да, то есть договор заключил, там сумма была 1 миллион. Сейчас уже 2 миллиона стало. Получше стало. Встречаете ли вы заблуждения относительно жизни молодого врача в селе? Так, да, нет, не считаю. Как считаете вообще, какие проблемы все же можно называть в жизни молодого врача, который решил работать в селе? В селе, скорее всего, при обследовании пациента, то есть если далеко на севере, наверное, да, там КТ, врачей, в общем, узких специальностей не хватает, оборудования, наверное, возможно, и при обследовании это как-то вызывает определенные сложности. У нас, например, в стоматологии это тот же самый дентальный визиограф для того, чтобы сделать рентген прицельный зуба. Вот такого, наверное, во многих районах нету, наверное. Итак, Роман, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться с нашей сегодняшнюю тему. В частности, справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что «Земский доктор» — программа, которая зарекомендовала себе как эффективный способ привлечения квалифицированных специалистов в село. Она закрывает как потребности самих специалистов, так и сельского населения. А наличие иных мер усиливает этот эффект. Слева от вас расположились реалисты. Они считают, что «Земский доктор» – хорошая и зарекомендовавшая себя программа, но она не решает проблему нехватки квалифицированных кадров. Молодые люди все чаще выбирают для своего профессионального роста более прогрессивные районы. Для привлечения молодых врачей в село нужны иные меры. Ну что, друзья, давайте мы обратимся уже непосредственно к вам. Почему вы оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем со стороны мечтателей. Пожалуйста. «Земский доктор» является лучшей программой, потому что иных способов в нашем мире нету для того, чтобы замотивировать человека. Потому что каких-либо иных мер в нашем время сейчас, как таковых более эффективных, просто не существует. Пожалуйста. Реалисты? Сейчас реально есть проблема нехватки молодых специалистов большинства северных районов. Поэтому, собственно, я за позицией реалистов. Пожалуйста, мечтатели. Программа «Земский доктор» у нас работает с 2010 года. С 2018 года появилась возможность участвовать и фельдшерам. И также с 2020 года увеличили выплаты до 2 миллионов рублей. Да, проблема у нас остается то, что в арктические районы, группы районов у нас молодые специалисты не едут, но с текущего года правительством Республики Саха-Якутия была продлена работа, точнее возобновлена работа программы по обеспечению качественным жильем медицинских и учителей в общем. То есть при участии по программе «Земский доктор» вы получаете дополнительно 2 миллиона рублей, и после окончания отработки вы получаете сертификат на приобретение жилья стоимостью однокомнатной квартиры в районе 50%. То есть вы те деньги, которые вы получили, 2 миллиона рублей, можете потратить еще дополнительно к той сумме, которую вам правительство после окончания вашей работы выплатит. Думаю так, что этот вопрос по привлечению молодых специалистов в северные арктические районы, думаю, в будущем будет решаться. В этом году уже 14 молодых специалистов получили такие выплаты. Пожалуйста, еще мнение. Земской доктор, на него не каждый пойдет. Потому что северные деревни и села, они находятся очень в труднодоступном месте. И, например, по сезонам, когда распутится осень и весна, там никак просто оттуда не выбраться, и никто ничем не поможет. Давайте еще мнение послушаем со стороны мечтателей. Меры поддержки земского доктора себя оправдывают. Также существуют же другие меры, которые усиливают поддержку. Например, нацпроект здравоохранения. Получается, он направлен на то, чтобы улучшить оборудование в больницах. Это тоже имеет свой вес, это привлекает тоже молодых специалистов. Еще мнение, пожалуйста. Я считаю, что сам проект вполне хороший, правда.
прекрасная идея, но в ней есть нюансы, которые пугают молодых специалистов. Те же жизненные условия и условия труда. Вот то, что нам сказали, то, что там есть проблемы с оборудованием. Это на самом деле очень пугающе для людей, которые только закончили учреждение. Пожалуйста, давайте еще послушаем со стороны мечтателей. Программа «Земский доктор», она не только финансово как-то материально поддерживает, да, молодого специалиста, но и, как я знаю, в отдаленных селах молодые специалисты в большей части отданы самим себе. То есть они нарабатывают опыт, клиническое мышление, все остальное. То есть если в городе, в Якутске, есть кто-то выше тебя, есть наставничество, то в селах, скорее всего, этого даже и не будет. Поэтому как бы отдан самому себе. Это как бы опыт. Хорошо, спасибо. Я считаю, что в наше время молодые люди после того, как кончат обучение, они хотят работать в больших местах, городах, ниже, чем в селах. Ведь села находятся далеко, и им не нравится. Там еще, что еще можно сказать? Интернет, можно сказать. Еще многие заводят свои отношения, семьи и остаются в городе. Давайте еще мнение послушаем со стороны мечтателей. Земский доктор все-таки очень хорошая программа по привлечению молодых докторов и врачей и всех медицинских работников, так как в селах они все равно нужны. И давая такую поддержку тем, кто готов помогать, я считаю, это очень хорошо. Еще мнение послушаем. То врачи в большем случае идут в села, в отдаленные места, больше за деньгами, чем чтобы оказывать помощь людям. Они могут недостаточное внимание им уделять и обращать внимание лишь на денежное вознаграждение за это. Давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Роману. Пожалуйста, давайте начнем с вопроса со стороны мечтателей. Можете, пожалуйста, назвать основные этапы становления профессионального врача, то есть в селе? То есть какие этапы он проходит? Так, после того, как я приехал работать в село Маю, конечно, было трудно, особенно в первый месяц работы, больше в психологическом плане. А вдруг я сейчас делаю что-то не так? От этого же зависит жизнь пациента. Но у нас были свои наставники. Они если были какие-то трудности, я обращался за помощью к своим старшим коллегам. Постепенно уже привыкаешь и уже меньше просишь помощи. Сам уже, клиническое мышление свое уже появляется. Вот самый, наверное, первый месяц работы это сложно, а потом уже привыкаешь. Первый этап, конечно, адаптация получается, да? И потом уже адаптируешься, и все равно, конечно, будут сложности. И даже если что-то произошло, это тоже свой опыт, даже если он негативный, конечно. И его надо перенести стойко. Даже психологически, конечно, сложно. А как к вам относятся люди? Сперва, конечно, относились как к практиканту, а потом уже проходит какое-то определенное время, уже знают то, что ты действительно врач, видят твою работу, как ты к ним относишься, как с ними разговариваешь вежливо. И от твоего лечения, то, что ты сделал, они уважительно относятся к тебе. Реалисты, пожалуйста, ваш вопрос. А почему вы решили стать врачом? Так, врачом я решил стать по примеру своего отца. Он был зубным врачом, и я решил поступить именно на специальность стоматология. Пожалуйста, там есть вопрос. Можно спросить, сколько земских врачей или вообще врачей вам не хватало? Вот есть ли нехватка специалистов, да. допустим, в той больнице, где вы работаете? Вообще, конечно, нехватка есть везде. У нас, например, не хватает неврологов, анестезиологов, но больница все равно делает заявку, и Минздрав уже на основе этих заявок выдает квоту места по привлечению специалистов, которых не хватает. У нас в том числе присутствует и представители Минздрава, в данном случае Степан. Степан,
обращаясь к вам, хотелось бы узнать, а каким образом, собственно говоря, эта квота распределяется? Чем руководствуется непосредственно министерство при распределении этих квот? Каким образом, собственно говоря, у нас определяются места для будущих специалистов для работы в селе? Да, спасибо за вопрос. Да, квоты сперва, конечно же, подаются заявка от главы Республики Саха-Якутия в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации. Да? До 2022 года, то есть до сегодняшнего года, у нас квота составляла 149 человек ежегодно. А на следующий год мы квоту увеличили до 152 человек. Хочу отметить, что это федеральная программа. Республика Саха-Якутия в этом софинансирует, то есть 6% от той суммы, которая идет финансирование, то это выдает республика. Квоты у нас распределяются согласно заявкам медорганизации, как уже мой коллега сказал по этому вопросу. И распределение происходит по принципу того, что где большая необходимость, где у нас есть большая потребность. Например, Мегино-Кангласская ЦРБ, у них, допустим, есть невролог, да, а в других районах невролога нет. То есть приоритет будет дан той больнице, где нет вообще невролога, грубо говоря так. И, конечно же, это арктический район. То есть вы сказали идет на Арктику. об увеличении определенной квоты на земских врачей, земских докторов, но при этом хотелось бы понять, вы вначале сказали, что с 2010 года у нас эта программа вообще действует. Соответственно, эта квота, то есть плюс к тем, которые уже работают, получается, каждый год прибавляется столько-то специалистов. Все правильно. Возможно ли работать иностранным студентам в селе? Мне кажется, наверное, надо ехать, где больше разговаривают на русском языке, разъясняться, объяснять пациенту, как лечение проходит. Степан, очень интересно узнать, а какой у нас процент врачей-иностранцев, которые живут и работают в селе? Есть ли такая информация? Да, такая информация мы в этом году собирали. На октябрь месяц у нас, если не ошибаюсь, это 11 человек работает. Именно иностранных граждан без гражданства Российской Федерации. Это конкретно врачи. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Что вы знаете о программе «Земский врач» и как думаете, как можно привлечь молодежь работать в вузах? Земский врач, я слышала об этом в своей деревне. Там говорили то, что молодой врач приходит работать. Но мне кажется, что молодые люди сейчас должны работать в деревнях, потому что там остались старшее поколение, и их знания, можно сказать, другие. Эта программа может мотивировать людей отправляться больше в вузы. Ничего не знаю. Это программа республиканская. И специалисты узкой направленности, терапевты, хирурги по договору едут в отдаленные районы, в отдаленные населения работать. Поддержка молодых специалистов и то, что им предоставляется там место для проживания бесплатно, насколько я знаю. Ну и государственная поддержка в виде денежной каких-то отчислений, премий. Это нужная вещь, потому что, к сожалению, очень мало таких социальных организаций. Там бывает то, что один специалист на всю деревню. Из этого считаю то, что, такое нужно проводить, чтобы люди узнавали об этой проблеме и шли вперед. Как известно, в отдаленных улусах у нас не хватает специалистов, особенно узкопрофильных. Поэтому, конечно, эта программа, она вполне рассчитана именно на это. На то, что молодые люди все-таки поедут в вузы свои. Оттуда, откуда они даже сами приехали. Предлагать большие деньги. Как мотивировать? Деньгами, наверное, только. Ну и хорошим отношением. То есть хорошие кадры должны быть, я так думаю. Заинтересовывать надо зарплатой, жильем, какими-то привилегиями, наверное. Там должны быть созданы условия хорошие. Это в основном для молодых специалистов. Это проблема с общежитиями. Увеличить эти выходные пособия, наверное, увеличить какие-то эти премиальные, да, и также какие-то социальные гарантии им обещать.
Ну что, мы с вами посмотрели наш небольшой видеоопрос, ну и, соответственно, услышали от населения то, что все же информации о программе хватает. Люди знают, люди в курсе о том, что есть вообще такая программа, что она дает. Но при этом давайте зададимся вопросом, как привлечь молодых работать в вузах. Давайте начнем со стороны мечтателей. Что мы можем предложить помимо программы «Земский доктор»? Тут, наверное, отвечу не как работник здравоохранения, да? Как частное физическое Да, лицо. как частное физическое лицо. Тут вопрос в целом, это, как уже отвечали, что это вопрос жилья. Да? Во-первых, это нету доступного жилья в Где районах. жить? Негде жить, да. Но над этим вопросом, насколько я знаю, уже работают муниципальные образовательные эти районы. И, конечно, отсутствие должной инфраструктуры. То есть это тех же самых дорог нету от населенного пункта к населенному пункту. И нету качественного интернета. То есть интернет там в принципе есть, но не такой высокоскоростной, как хотелось бы. Когда к нам молодые специалисты приходят, мы им говорим, что у нас есть вакансии в том же самом Абыйском районе, да, грубо говоря. Сразу первым делом спрашиваем, будет ли там жилье, будет ли там интернет. Но, к сожалению, на сегодня пока ситуация такая, что там интернет есть, но недостаточно такой. То есть уровень и качество жизни нужно повышать? Уровень и качество жизни повышать нужно в муниципальных городах. Арктический район нужно оценить дотационные, то есть надо, мне кажется, увеличивать финансирование. Я вот когда изучал, собственно говоря, нюансы вот этой вот программы, что земский доктор, что земский учитель нам говорит о том, что ты не можешь поехать в тот район, в котором ты родился. Действительно ли это так? Действительно, это было так до... Было? Было, да. Изменения по программе «Земский доктор» в этом году внесены, и молодой специалист или вообще работник, который ранее там жил, он может в этой программе участвовать. То есть с текущего года... Это получается, с этого года у нас так пошло. А с какого месяца, если быть точнее? Это мы запустили в указ главы 718 изменения где-то в марте месяце. С марта месяца. Здорово. Соответственно, то есть по идее, ты, если родился там, допустим, в том же Абыйском УМОСе, ты можешь поехать в родной район, да, работать по этой программе. Ну, от Абыйского района поступил, отучился 6 лет, и можешь поехать терапевтом участковым в то же самое Абыйский район. К себе в село, Да, и при этом ты... Можешь получить выплату. Да, и при этом ты будешь жить вместе со своими родными у себя дома. Да, все правильно. Хорошо. Какие иные способы видите вы? Мне кажется, возможно, может продление, то есть участвовать в программе дважды, но, допустим, хотя бы по второму части уменьшать не 2 миллиона давать, а хотя бы 1. И сократить 10 лет уже намного перспективнее звучит и удерживается. Ну и все квоты, в принципе, могут закрыться. Да, пожалуйста. Да, вот хочу прокомментировать вот ваше предложение, да. Конкретно с прошлого года мы над этим вопросом работаем совместно с правительством Республики Саха-Якутия. И конкретные предложения уже были направлены в адрес правительства Российской Федерации, в Совет Федерации и, конечно же, Министерство здравоохранения по поводу повторного участия по окончанию 5 лет отработки. То есть если специалист действительно хорошо отработал 5 лет свои, то он может в том же месте, где он отработал, дальше продлить по программе «Земский доктор». Но конкретно в том же месте. То есть если он отработал 5 лет и захотел поехать в другую организацию, то, к сожалению, такое пока не будет невозможно. Но, насколько нам известно, уже этот вопрос поднимался на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации, но пока ждем, как будет там. Повторно участвовали ли бы вы в программе «Земский доктор»? Ну, вообще, скорее всего, нет. Потому что я бы хотел дальше поучиться в ординатуре и там уже... Повысить свою квалификацию. Квалификацию повысить, специализацию поменять. И, возможно, либо в городе, либо в селе. Пока точно еще не решил. Хорошо. Пожалуйста. Я думаю, то есть, как можно увеличить как раз-таки самих докторов, это облегчение ЕГЭ для химии, биологии и вообще как раз-таки большая направленность к урокам химии и биологии. То есть один из факторов, потому что как раз-таки любовь к медицине идет уже как раз-таки с школьных годов, то есть химия, биология. Вы согласны с этим? Вот те, кто... Упрощение ЕГЭ стоит ли? Думаю, что не стоит поступать туда людям, кто не совсем уже хорошо знаком с базами, хоть там и обучают снова, можно сказать, с нуля, но думаю, что там баллы уж не такие большие, чтобы их снижать в данный момент. Тут уже субъективно мое мнение на этот счет. У многих людей есть кредиты и ипотеки.
При подписании контракта, мне кажется, было бы уместно понизить хотя бы на некоторый процентную ставку по этим критериям. Но я не знаю, если честно, повышается ли зарплата при подписании контракта, но если нет, то ее повысить. Я считаю, что это хотя бы немного бы увеличило желающих подписать контракт, пойти, отработать и, возможно, даже вновь его повторить. И меня смутил тот факт, что выплата единовременная. Объективно, в современном обществе, в настоящее время 2 миллиона – это немного денег. Давайте еще послушаем мнение. Я считаю, самым главным фактором привлечения молодых специалистов является их безопасность. То есть должны быть достаточная укомплектованность всех медицинских организаций, которые присутствуют там. То есть не только оборудование, но и достаточное количество медицинских препаратов. С этим тоже является большая сложность. И лично мне, как будущему фельдшеру, было бы очень страшно оказаться в такой ситуации, когда от тебя буквально зависит все, но ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь даже нормально диагностировать, и все, что ты можешь сделать, это направить человека в СРБ, типа более централизованные районы. Но тут еще есть и опасность отсутствия дороги. Если отсутствует дорога, и у тебя прям плохой случай, то ты не можешь ни диагностировать, ни сделать никакие анализы, ни даже вылечить человека, потому что нет препаратов. Так, да, и здесь мнение еще было. В медицине есть лечение, есть еще и профилактика. Вот то же самое касается программы «Земский доктор», в том плане, что эта программа, это получается лечение проблемы нехватки кадров. А вот нет никакой работы по поводу профилактики. Роман, а как лично вы считаете, какие все же есть иные способы привлечения молодых специалистов работать в селе? Увеличение зарплаты, скорее всего, сыграло у него важную роль, мне кажется. Как считаете, могло ли бы смотивировать, вот как молодой человек говорил, что у человека после прохождения программы у него появится там какое-то приоритетное право работать в какой-нибудь там хорошей больнице, хорошей клинике, допустим, в том же городе, либо же в более прогрессивном районе, скажем так? Мне кажется, бы это помогло, но отток был бы, как ранее вот сказали, 70% после того, как срок закончился, все равно, как правило, в город больше переезжают. А те, кто остался жить, создали свои семьи и в районе уже живут. Закрепились. Степан, а как вы считаете, непосредственно представитель Министерства здравоохранения, вот насколько привлекательны для работодателей те, кто отработали по программе «Земский доктор», как считаете? Во-первых, да, работодатель не смотрит, работал ли он ранее по программе «Земский доктор». Если у него есть конкретная вакансия и специалист соответствует требованиям, они его примут в любом случае. А возможно ли обеспечить тогда вот эту приоритетность? Значимость. Как вы считаете? Повысить. Значимость. Этот вопрос, хороший вопрос задали. Надо будет подумать, что именно приоритет для тех, кто отработал по программе «Земский доктор», и когда в городе туда Это было бы интересно, да. Это было бы интересно, но в наших интересах, чтобы специалист все-таки остался там, где он отработал. Да? По поводу заработной платы, да, у нас врачи идут по категориям, то есть у нас есть категорийность врачей, у нас есть врачи второй категории, первой категории и высшей категории. Чем выше категория, то, соответственно, заработной плате идет повышение. Да, это у нас ежегодная комиссия заседает, мы присуждаем врачам и среднему медперсоналу соответствующей категории. А при этом, вот, все ли те, кто имеет медицинское профильное образование, они трудоустраиваются по итогу? Или есть все же те, кто, такие по специальности не работает? Да, в основном те, кто у нас закончил высшее образование, они все в 99% работают по своей специальности. А 1% что с ним? 1%, Что с ним не так? Уходит в бизнес. Да, либо создают свой бизнес, тот же самый косметологический, да, и вот те же самые дерматовенерологи уходят туда. По среднему профессиональному образованию мы в этом году проводили анализ. У нас из числа выпускников 76% трудоустроились в государственные учреждения,
Остальные либо поступили, либо ушли в армию, либо же стали самозанятыми. Пожалуйста. А у меня вопрос к представителю Минздрава. Ни для кого не секрет, то, что медицинские организации, медицинские вузы заканчивают в основном девушки. И получается так, может быть такой случай, то, что специалист уехал по программе «Земский доктор», женского пола, и там забеременел. И квота считается закрытой, но по факту человек не работает. Потом как бы по уходу за ребенком. И потом, как часто ли человек может рожать и не работать при этом? Вот это считается какой-то лазейкой, может быть, или это как-то регулируется? То есть по факту человек уехал по программе «Земский доктор», но квота считается закрытой, но человек не работает по факту. Бывают ли такие случаи вообще? Да, такие случаи есть. Действительно, молодые девушки уходят в декретный отпуск до 3 лет. Да, это законом не запрещено. Продление, последующее рождение ребенка также приветствуется, наоборот. Да? Все-таки у нас есть национальный проект «Демография», где у нас цель стоит, чтобы население росло. По поводу участия в программе «Земский доктор», да, к сожалению, точнее, к нашему Минздраву радости, с 2018 года у нас декретный отпуск не входит в счет программы «Земский доктор». То есть, если специалист получил уже программу, то пока он сидит в декрете, то стаж, отработка не идет. То есть после выхода он должен будет оставшийся. Но квоту он все равно занял, и Квоту после выхода он должен будет отработать столько, все сколько правильно. ему оставалось. А как считаете, может быть, нужны какие-то неформальные сообщества, не знаю, в этих районах, которые будут помогать, собственно говоря, адаптироваться молодым врачам? Может, что-то такое нужно? Я сама тоже с северного района, с Верхоянского района. Здорово. И я прожила там большую часть своей жизни, и как бы знаю как-то. И вот если меня спросят: Юля, где ты хочешь работать, в Верхоянске или в городе, я, конечно, скажу в городе не потому, что я не люблю свой район. Нет, я люблю свой район. Но если меня вот спросят, то, знаете, там получается вот тот же самый, допустим, терапевт, да? Терапевт там выполняет функцию не только вот терапевта, он выполняет функцию тоже вот, акушера-гинеколога, того же там кардиолога, да, вот это вот. И знаете, как-то вот, если вот мне скажут, поезжай туда и работай там, даже, я обучалась сама на терапевта, обучаюсь вот на терапевта, и как-то, знаете, я думаю, вот вы как спросили, вот какая вот идея, да, вот чтобы привлечь. Мне кажется, сначала вот специалист, он должен как-то обучиться, получить несколько сертификатов. Для начала должен набраться опыта. И вот если он себя сначала обезопасит, то он может поехать туда. А не вот сразу, то есть ты вот закончил, и вот по программе «Земский доктор», то есть иди, езжай. Но у тебя еще опыта даже, собственно, как бы нет. Поэтому, мне кажется, вот хорошая была бы идея сначала ему пройти, вот, то есть где-нибудь, наверное, в городе, да, вот это вот. Чтобы была какая-то предварительная подготовка. Да, вот подготовку. Вот. Есть хорошая возможность открыть свое предпринимательство, свой бизнес. Ага. То есть в деревне... Магазин, например, да? Да, магазин. То есть в деревне быстро распространяются слухи. То, что приехал хороший врач, красивый, интеллектуальный, умный, да, из скромный. города. Да, скромный. Вот. Вот. И можно зарекламить, то есть свой бизнес, салон красоты, например, эстетических услуг. Вот. Да. В плюсы. Ну что, Роман, мы послушали мнение, собственно говоря, с разных сторон, и будущих специалистов, и тех, кто, собственно говоря, как мы сказали, дает взгляд со стороны. Лично вы, как человек, который уже определенное время участвует в программе «Земский доктор», какой вы совет хотели бы дать нашим сегодняшним участникам аудитории, и телезрителям? Хотел бы посоветовать то, что от себя нужно личное желание, чтобы было поехать именно работать в селе, а не то, что получаете деньги. Да, конечно, хорошо, но главное желание должно быть. И, конечно, не всегда все будет гладко, будут какие-то ошибки, и если вы их совершили, то сильно не паниковать, потом после этого надо пережить, как сказать, превозмочь, что ли. Вот. Главное желание, упорство. И ответственность, да, наверное. Ответственность, да.
У нас наступил момент истины, тот самый момент, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. Ну и, соответственно, реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Поэтому окончательно определяемся своей точкой зрения, вспоминаем все аргументы, которые были сказаны каждой стороной, ну и делаем итоговый выбор. На счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. Ну, ребят, давайте поинтересуемся, почему они все же решили поменять свою точку зрения. Со временем, надеюсь, вот программа «Земский доктор» еще наиболее оптимизируется сегодняшние реалии жизни. Мне кажется, что есть к чему стремиться. Ну, до этого не знала. Оказывается, очень есть большие плюсы. Роман, у вас есть право непосредственно определить лучшего участника, ну и, соответственно, вручить ему свой сувенир. Пожалуйста. Со стороны мечтателей, ну, вот молодой человек. Со стороны реалистов, а вот молодой человек. Вот, ага. Так, молодой человек, как зовут? Павел. Юрий и Павел, мы вас просим подняться сюда. В качестве презентов я выбрал книги на медицинскую тематику. Это врачи, которые проработали долгое время и написали про свою работу, в общем. Так. Давайте поаплодируем. Ребят, пожалуйста, поделитесь, немного расскажите о себе. Кто вы, чем занимаетесь? Меня зовут Максимов Юрий Алексеевич. Я студент второго курса лечебного отдела Якутского медицинского колледжа. Ну и Павел, пожалуйста. Меня зовут Тихонов Павел Дмитриевич. Я родом из Мгинского улуса. И я студент 6-го курса медицинского института, лечебное дело направление. И вот собираюсь работать тоже в земским доктором программе. Ну а сейчас мы приглашаем всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем Романом. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой». И с вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Формат передачи мне понравился, потому что живое общение с ребятами, свои вопросы, которые они задавали, получили ответы, то есть на свои вопросы.